Уголовное дело вместо похудения. Жительницы столицы привлекли к ответственности за реализацию средств для похудения, запрещенных в безрецептурной продаже. Как оказалось, обвиняемые покупали препарат в одной из аптек города. В ситуации разбирался Афанасий Николаев. Этой весной в Управление наркоконтроля республики поступила информация о незаконной реализации средства для похудения, включенного в реестр запрещенных к свободной продаже препаратов. Далее выяснилось, что девушки, реализующие препарат, приобрели его в аптеке. На первый раз наркополицейские ограничились предупреждением. В ходе этой разработки, значит, они были предупреждены о наличии взбываемых ими препаратов запрещенного сильнодействующего вещества сибутрамин. Но, несмотря на это, они продолжили его незаконный сбыт. Аптечное учреждение здесь тоже допустило, как говорится, вину. И за то, что они осуществляли этот безрецептурный отпуск, они были привлечены отделом лицензирования Минздрава республики тоже к административной ответственности. Всего с начала года был выявлен целый ряд подобных нарушений. Проведено 22 проверки аптечных учреждений республики. Значит, по результатам этих проверок выявлено 4 нарушения правил отпуска лекарственных препаратов. И за безрецептурный отпуск вот этих лекарственных препаратов к административной ответственности привлечено 3 индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо. Препарат для похудения содержит сибутрамин. Это анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Но в то же время оно не зря входит в список запрещенных к свободной продаже. Лекарство обладает целым рядом побочных эффектов. Сибутрамин – это средство, обладающее рядом противопоказаний и способное вызвать возникновение серьезных побочных эффектов. Среди них это расстройство сна, повышение артериального давления и раздражительность. В общем, ситуация непростая. Девушки нарушили закон, реализуя запрещенный к свободной продаже препарат. Но в то же время в аптеке им продали его без рецепта. В понедельник в эфире НВК «Саха» опытные юристы попытаются разобраться в данной истории. Вообще ситуация и с редуксином, и сибутрамином достаточно на сегодняшний день складывается таким образом, что можно сделать вывод, что они свободно продаются и свободно покупаются, хотя это не так. Таким образом получается ситуация, что люди могут и не понимать, что совершают уголовное преступление. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.